последняя моя встреча с ним была, когда он сказал, ну, мне придется, ну, вот тут Косово признали эти ваши друзья. Ну, мне придется что-то делать по отношению к вам. Но это не против вас. Вы ребята, ну, будет чуть-чуть больно, но не так сильно больно. Но мне придется что-то сделать. Но это вы лично не воспринимаете все это. А я тогда ему повернулся и сказал, Владимир Владимирович, вы что, давайте еще раз сядем, что вам конкретно нас нужно. Может, мы все ваши вопросы решим. Что вы нам угрожаете? Он говорит, нет, это уже поздно. Это сейчас... А может быть, он вам правду говорит? Может быть, он в лице Грузии, или в лице Украины, или в лице Турции действительно борется с Западом? Да, в целом. Нет, две вещи. Он боролся с западными ценностями, и он воспринимал наши реформы как западные ценности. Для Путина стали большой проблемой, что какая-то маленькая Грузия, которая, по их мнению, только годилась на то, чтобы плясать, петь, и там сулико, и лезгинку танцевать, и шашлык им жарить, вдруг провела одни из самых лучших, стала первым мировым реформатором, это Мировой банк, так определил нас, много лет подряд мы были номер первым реформатором в мире, а мы открыли туризм для России, мы отменили в одностороннем порядке визовой режим для них, и мы их запустили. И они видели, что у нас лучшие дороги, у нас лучше города новые строятся, у нас нет нефти, но почему-то у нас все лучше, и в целом госслужба такая вежливая, и на границе хорошо их встречать, и денег никто не вымогает, и полиция такая совсем очень, очень необычна для них, и действительно у нас была одна из лучших полиций в мире, и они стали задаваться вопросом, а почему Россия это невозможно? Это серьезный был вопрос. На уровне Медведева, например, этот вопрос премьер-министру задавали в Думе неоднократно. Он начал говорить, что Грузия, она маленькая, она незначительная, а мы большие. Потом он говорит, уже после войны, да, говорит, действительно, Саакашвили враг, но у него многому нужно получить. Это его слова. И это для них была идеологическая проблема. И поэтому, если Украина проведет реформу, это и будет поражение Путина. Вот есть теперь общая проблема. У Грузии это Абхазия и Южная Осетия, у Украины это Крым и Донбасс. Вы вообще допускаете, что эти проблемы будут в обозримом будущем разрешены? И если будут, то как? Я совершенно уверен, что будут разрешены. Я предсказал в свое время нападение России на Грузию, на Украину, я предсказал Крым, я предсказал Донбасс. Это можно, много хроники существует, это можно посмотреть. Я уверен, что Россия, путинская Россия, Путин обязательно потерпит поражение. Это первые признаки уже реальные. Я считаю, что в Украине он уже потерпел военное поражение на Востоке. И следующий этап после этих всех сирийских авантюр, абсолютно безрассудных и нерациональных, после того, что происходит в Украине, следующее это распад его режима и большие проблемы для территориальной целостности России. Страна, которая перестала уважать своих соседей, их границы. Страна, которая относится к своим собственным автономиям как к колониям, а, например, Северного Кавказа, это значит так, не может не потерять дальше контроль над этими территориями, потому что она сама себя это запланировала, сама себя это заложила вот в основании своей политики. Поэтому вот это будет момент, когда там будет 3, 4, 5 лет смуты. Это неизбежно, потому что после Путина нет политического класса, который бы мог взять власть в свои руки, чтобы справедливость была восстановлена, Украина и все остальные, Молдова, Грузия, вернула свои территории и продолжили развиваться уже с новой Россией, которая неминуемо после всех этих там передрязг обязательно возникнет. Она же нечестность, конечно, но я вижу вот этот сценарий.